все, что нас окружает сейчас, оно так или иначе либо привезено из Китая, либо сделано в Китае, либо силами, не знаю, китайских логистов опять-таки доставлено. Нас сейчас Китай окружает всегда и везде. Для начала мне было бы интересно, кто из присутствующих, возможно, работал с Китаем по поставкам оттуда. Поднимите ручки, если кто-то работал, либо слышал. Первый – это крупнейший поисковик Китая Байду. Байду – это очень хороший ресурс в плане поиска именно уже конечных фабрик, конечных заводов. То есть, как правило, если завод представлен на поисковиках мировых, скажем, Google, либо Yahoo, значит, он уже имеет отдел экспорта, отдел импорта, то есть стоимость товаров для вас будет не самая низкая. Второй такой поиск – это российские фабрики. В принципе, тоже такой вполне себе очевидный, я считаю, вывод, но тем не менее интересный для некоторых. Вы можете посещать профильные мероприятия по вашей отрасли, скажем, это детские товары, либо это электроника, которые проводятся здесь, в Москве, либо в других городах. Во-первых, задумаемся о том, где вообще искать китайский товар, с чего начинать раскопки, поиски своего потенциального китайского подрядчика, поставщика товара. Я думаю, многие ли слышали или как-то работали, не знаю, сталкивались с корпорацией Alibaba и понимают, что, возможно, это первая такая отправная точка по поиску. Здесь я бы хотела вас направить в более узкое специализированное русло, потому как Alibaba, да, окей, это китайская корпорация, которая занимается экспортом, вот. Но вам интереснее, если вы хотите заниматься импортом из Китая, сайт 1688. Это дочерняя корпорация Alibaba, которая работает на внутренний рынок. И, с чем нужно заходить на китайский рынок, если вы хотите его покорить, и как нужно вообще мыслить, как нужно думать. Локализация – это вообще все, если вы собираетесь свой товар как-то вот туда продвигать. Давайте посмотрим на изображение, не знаю, вам здесь видно, нет, давайте расскажу. Это реклама сотового оператора, не буду называть какого, да, мы здесь рекламу никому не делаем. Понятно. Зеленый сотовый оператор, его реклама. Реклама года это 2003, я бы сказала. Это, вот этот баннер стал просто хитом в китайском сегменте интернета. То есть Рунет, а есть Китай.нет, и в Китай.нет он стал просто хитом, мемом, фотожабой и вообще. Как вы думаете, почему? Это, может, версии есть, какие-то догадки. Ну, давайте расскажу. Здесь включаются в игру китайский менталитет, китайские культурные особенности, которые просто в корне отличаются от наших, от того, как мыслим мы, от того, как видим позиционирование товара мы. Здесь их очень удивила зеленая шапка вот на парне, который держит карту. Дело в том, что в Китае зеленая шапка – это признак неверности. То есть это у них как бы есть такое выражение, что носить зеленую шапку, это значит на мужчине выросли рога. Вот. Поэтому эта реклама вызвала гигантскую долю хохота в комментариях, вот, и недоумевание со стороны потребителей в плане того, что о чем думал вообще этот оператор, это такая смешная реклама. Вот. И это я к тому, что если бы условно этот оператор связи захотел выходить на китайский рынок, такое оформление товара, такое оформление себя как вот товара точно бы не зашло в китайский рынок.